Покажи нам, класс. Ну так, чуть-чуть дальше. Вот сейчас улетит, не улетит, посмотрим. Нет, слушай, вообще даже не задевает. Ну что, друзья, сегодня у нас очередные испытания. Тоннель опять пытаемся модернизировать, там что-то делать. Вот сейчас смотрим, как есть прохват или нет. На брызги мы не обращаем внимания, нам сейчас главное, чтобы не было прохвата. На поворотах, чтобы повороты хорошо заходили. Лодка идет хорошо. Лодка у нас экспериментальная. Да? Ну, что, ты приехал, что ли? Да. Так, ребята, ну что, у нас сегодня очередные покатушки. Катаемся на лодке, смотрим тоннель, как она себя будет вести. В общем, смотрите, мы уже прокатились немножко, сейчас специально для вас, чтобы поснимать немножко. Смотрим. Покажу, как на развороте он разворачивается. На любой скорости может он разворачиваться. Скоростной транспорт. Лодка сразу же моментально выходит на глиссер. Для нее вообще проблем нету. Ну, буквально 2-3 секунды. Давайте сейчас я вам покажу повороты. Как повороты. Вот, видите, мотор насколько повернул. На любой скорости он может разворачиваться. Вот тоже. Сейчас покажу, как на месте кружим. На любом газе он делает повороты. Можно и на полном газу, но не такие крутые, конечно, резкие. Нужно аккуратно всегда быть на воде. Так что сейчас я покатаюсь один. Газ даже не сбрасывает. На полном газу он заходит. Это минимальный оборот. Доску. Как с водомета. Ну что, ребята, самый длинный, да, какие он может делать повороты.
Ну это вообще без прохватов. То есть, ну что-то опять у нас получилось. Очень хороший продукт. То есть вот немножко модернизацию мы сделали. И получился, что самое интересное, то есть можно 25-й, 18-й, 9.8 моторы. То есть они все вот могут вот так вот точно ходить на этой лодке. Так что смотрите за нами, за нашими испытаниями. Обращайтесь, всегда с удовольствием вам изготовим для вас под ваши задачи лодку. Что-то моделизирую, что-то улучшаю. Сейчас вот посмотрим, как она. Нажми. Ну, Нажал? Видишь сейчас меня? да. На красную. Видео поставлено? Видео. Да? Ну что тогда? А, ну все, хорошо. А ты снимаешь же уже, нет? Ну, Так, ну что, друзья, сегодня у нас очередной такой прекрасный солнечный день. Мы сегодня испытываем тоннель. Немножко все время что-то ищем, чтобы улучшать наши характеристики и качество нашей лодки. Так что вот посмотрите сейчас, как на 9.8 эта лодочка себя поведет с тоннелем. То есть, что хочу сказать, теперь у нас днище лодки, что мотор, да, клык на подводной части, они на одном уровне, даже чуть-чуть немножко выше получается, чем днище мотор. В общем, сами видели, да? Лодка с тоннелем. Сейчас мотор у нас стоит на одном уровне с днищем. Ну, сам клык, да. То есть можно сказать, что
ну, не то, что можно сказать, сейчас мы вам покажем. Мотор стоит на одном уровне, и вот прохватов у него нету. Лодка с тоннелем сделана для мелководья. Ну, в общем, как-то так вот. Ну, опять какие-то наши результаты оправдались. То есть мы сейчас немножко модернизировали. Смотрите сами, что там у нас стоит такой транец регулируемый. То есть можно поставить сюда, если на 18-й мотор ставишь на эту лодку, там можно его еще выше поднять. 9,8 немножко ниже опустить. Ну, это, повторю, что это экспериментальный транец. Потом транец можно сделать просто ниже, выше, регулировать. И точно так же, такие же у него будут скоростные и ходовые показатели. Так что, ну, лодка показывает очередной раз себя просто замечательно. Сейчас можете выходить по мелководью, там, ну, 10 сантиметров, она спокойно у вас груженая поедет везде. И плюс в любые повороты она уже заходит. То есть, ну, если река у вас мелкая, узкая, то есть вы там спокойно уже можете ходить. Эти повороты я вам показал сейчас на видео, что можно на любой скорости, да, на полном газу или на среднем газу, или там вообще на малом. То есть вот точно так же он кружится, делает повороты. В общем, как-то так. Смотрите нас и выбирайте лодки водолет. Все, друзья, вот сейчас вот мы втроем, да, сейчас покажем, как он идет по мелководью. То есть, ну, специально мотор 9,8. Скажу еще раз, что тоннель для мелководья, как он идет по мелководью, то есть, ну, дном лодки. Сейчас мы вам хотим показать, ну и сами посмотрите тоже, как он вообще по мелкой воде пойдет. Где тут у нас тут что? О, все, тут уже мелкая вода. Ну давай, Коля, остановись, сейчас я встану. Ну, нет, тут вот она вода. Сапоги 20 сантиметров, голенище. О, да тут, не, тут, короче, этот, ила тут много. Ты можно, конечно, но сапогами тонул. Такое место, чтобы высадиться можно. Там есть, да, там Ну давай сейчас. Да? Возьми, оттолкнись туда. Вот наша природа. Сейчас едем, в общем, ну, где вода поменьше, будем снимать. Как она идет по мелководью, хотим заснять. Как раз вот здесь вот мелководье, сейчас мы здесь высадимся. Покажем. Так. Ну, слушай, ну вообще тут воды уже нет. Я про это и Все, говорю. застряли. Оля, где ты ездишь? Туда что-то смотри. Я говорю, тут вот такая. А? Да тут нету воды Я вообще. тебе говорю, как здесь вот такая вот. Это такой берег. Ладно, давай, глуши мотор, не проедься здесь вот. Сейчас я поснимаю здесь. Воды нету. Ну покажи ногу-то, подними, чтобы мы посмотрели, где там у тебя. Сколько там сантиметров? Сантиметров. Ниже бери. 20 там у тебя. 20. Ну давай поближе, сюда, поближе просто иди. Вот так вот, да, уже 10 сантиметров. Он рядом с тобой пусть проезжает, да и все. Что. Давай, сюда, Дима, поближе иди. Сейчас. Вот, Дима. Проскочил. Вот он, видите? Вообще проскакивает, и все, он чуть ли не по берегу идет. Но это как водомет уже. Получается, на винте мы едем как на водомете. Вот, смотрите, Дима стоит, да? Даже не задевает. Сейчас я вам покажу, где он проехал. Глубину. И куда уже меньше-то? Вот он. Все, ну тут все. Тут он 20. Еще поближе. Давай поближе. Давай, Коля, еще поближе иди. Для кадра только держись, чтобы не улетел. Все, сел. Видишь, лодка села сама на мель. Ну, пока лодка сама на мель не садится, вот она, видишь? То есть, ну, что тут, подними, 10 сантиметров воды. Идет, Да. цепляет лище. Все. Да, еще раз покажешь нам, нет, хороший кадр, чтобы в полете, чтобы там все было. Ну, как любят наши зрители, посмотреть на такие покатушки.
Так, ну что, очередной кат. Дима, давай вот как-то... Ты поближе, ну, рядом с тобой, да? Ну, тут даже вообще не знаю, что тут, воды нету. Сейчас Коля прокатится 9,8. Еще раз говорю, что мотор на уровне днищем стоит. Прохватов нету. Все, в общем, отлично, все хорошо. Едет как по такой глубине, ну, как водомет, в принципе. Вот, едет, идет, идет, идет. Замечательно. Замечательно. Дима, давай сюда еще поближе подойди к нам. Поближе, поближе. Пусть он... Давай, еще ближе. Пусть появится. Вообще, ну, слушай, ну куда уже меньше-то? Тут уже воды нету. Давай, Дима, еще сюда поближе. Пусть Коля еще раз рискнет. Коля, давай! Покажи нам класс. Это нет. Вот. Ну так, чуть-чуть дальше. Давай сейчас. Улетит, не улетит, посмотрим. Нет, слушай. Ну вообще даже не задевает. Ну, короче, вообще отлично. Отлично. Вот это вот того стоит. Вот все наши труды, все наши бессонные ночи, можно сказать, все-таки добились еще лучших результатов с этой лодки, с этого тоннеля. Ребята, лодка для мелководья. Она вот, ну, сейчас, в принципе, показала, что проходимость у нее такая же, как у водомета. Вот он гребет, короче, гребет, идет. А там воды-то нету. Там воды нету. Ну, покажи сейчас. Дима, сходи вперед немножко, покажи, что там у него творится. Он накопал уже туда. Ну, вот. 20 сантиметров. Да? Даже 20 нету. 15 сантиметров. 15 сантиметров. 18. Ну, 15, да. 15 сантиметров, да, вот, а на ходу он идет вообще вот 10 сантиметров для него вообще. Да, если вот сбалансировать лодку еще, ну, еще будет лучше. Так что, ребята, смотрите, обращайтесь к нам, для вас с удовольствием сделаем. Вот такая лодка вообще незаменимая вещь по мелководью, по узким речкам. Обращайтесь. Мотор ни разу не подпрыгнул, потому что, ну что у тебя, Даже выше днища мотор. да, выше днища. Проходит, мотор даже не зацеплял. Так что вот так. Вот полюбуйтесь еще вместе с нами. Наш северный город Сыктывкар. Наша речка тут течет. Так что ну, решили еще одно испытание провести. Вдвоем уже сейчас они поедут, чтобы нос был загружен и еще меньше было посадка. Сзади, чтобы посадки было меньше, и посмотрим по минимуму, где он пройдет, по какой воде. Так. Все, поехали. Коля пристегивает карабин на всякий случай, потому что технику безопасности. Ну, вода здесь мелкая, вот, ну, сами видели опять. Ну, что тут, воды нету, можно сказать. Вот она. 10 сантиметров воды тут уже. Тут на самом деле даже водомет, я думаю, что ну, на скорости проскочит, да? Вот он, что тут, 10 сантиметров воды. Вот он идет, красавец. Красавец идет. Не, ну тут он спокойно пройдет. Тут одного он проходил хорошо. Ну что, друзья, ну как-то вот так вот, смотрите. Лодка идет по мелководью очень хорошо. То есть, ну, совсем по земле хотели проехаться, но не получилось. По земле она не идет, ну, наверное, к счастью. В общем, смотрите нас, обращайтесь к нам, с удовольствием вам сделаем точно такую же лодку. Ну вот, не можем от берега отъехать, вода мелкая вообще. Лодка прямо садится на мель. Все, поехали. Ну, отлично. Отлично, друзья. Так что мы с большим вдохновением поехали обратно. Сейчас поедем домой, будем отмечать этот праздник. Нальем себе чая зеленого, кто-то черного. Кто-то каркаде, да, и будем, в общем, отмечать. Все-таки сегодня такой для нас хороший день. Наши повторю, что они привели к хорошим результатам. Так что как-то так. Так что, друзья, вот, Коля лучший. Мы лучшие, мы. Есть водолет. Так что
что вот так вот, друзья. Ну что, друзья, до новых встреч. Смотрите нас, ставьте лайки, там, обращайтесь, пишите комментарии. Может у кого-то уже есть такая тоннель или такие показатели. Поделитесь с нами. С удовольствием с вами обсудим. И вот в нашем сообществе и так можем с вами обсудить. Всегда можем найти что-то общие знаменатели, чтобы улучшить характеристики лодки. И чтобы жизнь у нас у рыбаков, охотников была еще легче. Ждем ваших комментариев. Спасибо всем.